Так выглядит кредитный школьный базар. Здесь, в офисе микрофинансовой компании, родителям дадут возможность собрать ребенка к 1 сентября. Под процент, только сумму выберите. Наша акция называется «Собери ребенка в школу», и сниженная процентная ставка – это 1,9%. А обычное время? 2%. Это в день получается? Да. 1,9%? Да. А это что-то около 700% годовых. Деньги дают на пару недель максимум. Тогда переплата невелика. Расти процент начнет, если будет просрочка выплат. Но здесь обещают никаких коллекторов, все по закону. А если завтра зарплату задержат одному или другому, что происходит? Будет ситуация та, которую мы видели, печальная. Это будет выбивание долгов, это будет требование сумм, которые абсолютно необоснованы. Люди эти кредиты, несмотря ни на что, берут. Собрать ребенка в школу в среднем в регионе сейчас стоит минимум 10-15 тысяч рублей. Для многих это половина зарплаты. В одном из самых старых и бюджетных универмагов Екатеринбурга говорят, у них как на бирже. Цена вещей зависит от курса доллара. В этом году ради покупателя здесь максимально перешли на отечественный продукт. Стали экономить, да, чувствуется. То есть средний чек, я думаю, он немного упал, потому что если раньше люди брали по несколько сорочек, несколько там брюк, сейчас все-таки стараются взять по минимуму, то есть то, что необходимо, то, что они знают, что без этого не обойтись. Еще что-нибудь нужно тебе для школы? Все есть. Все есть. А может, кому-то из братьев и сестер что-нибудь нужно? Мне не надо. Почти все. В этом доме к 1 сентября наскребли только на сборы первоклашки Каролины. Как быть с остальными, мать-одиночка Наталья не знает. Летом в школе ей выдали список учебников, которые нужно купить, и велели сдать по 150 рублей на нашивки с эмблемой на форму. Это в первый класс, вот где вот кругляшки, это вот нужно было купить. Причем здесь даже с указанием торговой компании? Ну да. Она бы, говорит, и взяла кредит, но боится, что без работы не отдаст в срок. Из 6 детей у нее 4 школьники. Муж пил, развелись, и вот с февраля она никак не может оформить пособие, а чиновники навстречу не идут. Единственная возможность для семей с низким достатком более-менее собрать детей в школу, не беря при этом в долг, это частная благотворительная помощь. В году в таких фондах аншлаг. Здесь собирают помощь от простых горожан и от крупных благотворителей. Я думаю, что это все вместе. И кризис, и цены выросли, и у нас, получается, семьи, они раз из года в год к нам приходят. То есть у них как бы не было денег до этого. Вот. А сейчас в связи с тяжелой ситуацией в стране еще меньше денег. Если портфелей и тетрадок хватило на всех, то с одеждой проблема. Вот, например, для 13-летнего Максима, пока мы не увидели эту фотографию, в фонде были только женские брюки. Видно даже по фото, что мальчику очень короткие штаны спортивные. Вот. Семья просит помощи, чтобы предоставили брюки черного цвета и синюю и белую рубашку. Максима мы свозили в магазин и купили ему и брюки, и пару рубашек. Только от съемок семья отказалась. Мама мальчика призналась, уже хотела занимать деньги на форменные штаны для сына. И выдохнула, когда поняла, что можно начать школьный год без долгов. Она не работает и недавно похоронила мать. Екатерина Пономарева, для настоящего времени.